Давай. Ага, ага. Пытался съесть. Но не съел. На плюх там отреагировала рыба. Может быть, удастся ее доловить. Попробуем туда кинуть темного жука. Есть, есть, вот он. Желтого не хотел, ребята. А черного сразу, блин. Ну, в темного, так скажем, цвета. Раскраска майский жук. И он доловился все-таки. Желтым сделал туда больше десятка забросов. С первого же заброса на желтый был выход, но доловить не удалось. А смена цвета приманки дала результат. Голавль небольшой клюнул. Фу, но приятный. Вчера вот такой вот голавль у меня украл чабика. Я фотографировал, поднял на шнуре. Другой рукой держал телефон, щелкал. Голавль дернулся, шнур оборвался и уплыл вместе с воблером. Вчера это была не единственная потеря. Вчера я также оторвал воблер ФОП от Pantone 21, которые были выпущены ограниченной серией, и их уже нет в продаже. Этот воблер мне жалко больше, чем чабик. Ну, все, отпустили. Вот так вот, очередной раз в этом же месте на тех же жуков. То бишь, как бы это уже, ну, какая-то стабильность, когда голавль активный, то бишь он там держится, и на вот эти приманки он там реагирует. Уже не на первой рыбалке я оттуда снимаю голавля. Хотя, честно говоря, выхода 4, наверное, или 5 на этот перекат были одни разочарования. Вот такой вот жук. Раскраска называется майский жук. Ну, попробуем сделать туда еще заброс. Хотя уже, наверное, всю рыбу там распугал этот маленький товарищ. На поклевке красивые на поверхностные приманки. Всплеск такой. Бах! Фрикцион, натяжение шнура. Ну да, уже, наверное, бессмысленно бросать туда. Сейчас поставлю лопастной воблер и сделаю несколько забросов вот здесь вот вдоль травы. Там идет трава. Есть еще один там же. Сорвался. Блин, ну как так? Да? Нет, сидит, он просто пошел на меня. Супер! Не зря я вышел на утреннюю рыбалочку. Не зря, ну маленький тоже. Тоже маленький. Небольшой. Такой же в точности. Уже боюсь поднимать на шнуре, ребята. В точности такой же голавлик. Вот такой же. Таких даже не буду фотографировать, наверное. Просто мы его с вами вот так вот стряхнем сейчас. Если получится.
Все, вот такой вот, ребята, бандит. Все, домой его. Супер. Смотрите-ка, на желтых не реагировали, то бишь цвет приманки имеет значение. Как ни крути. И вот на такого жука. Отлично. Так, плывет местный дедушка. Он здесь на перекате и утром, и днем, и вечером с перерывами на обед. Ловит на кузнечика очень успешно. То бишь старая школа рыболовства. В проводочку на саранчу стабильно у него здесь клюет голавль. Сейчас он обловит свои точки, на которых хотел побросать я, но уже не успеваю. Но понаблюдаем за ним. Может быть, он поймает что-то при нас. Лодка такая плоскодонка из досок самодельная сбита. Одно весло и все, и он тут по перекату перемещается как царь. Ух ты. Окунь, что ли, собака? Окунь сел. Там был хороший всплеск. Вот такой вот окушочек. Тихо, 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 тихо. Да. Голавль есть под теми кустами, но что-то не хочет брать. Ну, сейчас будем менять воблера. Одна поклевка и окуня маленького поймал. Ну, он бухает там, смотрю, в траве там. Ну, если на кузнечика не клюет, то и на это говно клевать не будет. Да, это точно. Сейчас покидаю часик и за грибами поеду. Вот, а по рекой вот чего не попробовать. На лодке. Там ведь головля много. Ну, ниже пляжа, что ли? Или выше, на повороте? И прям начинать вот от Каратки. Спускайтесь до моста. Сначала здесь попробую. Не поленюсь.
Может быть, завтра, Я послезавтра. думаю, там пузыряков лучше будет. Да? Да. Там головля много. Ну, надо попробовать. Ну там ни разу не пробовал. Нет. С берега кидал несколько раз, что-то ничего интересного. Ну там головля много. Там с моста его ловили на удочку, таких хороших вытаскивали. Ну, с моста с какого? С этого, что ли? Да, Да он везде есть. он везде, ну там его полно. Потому что здесь уже в последнее время что-то не ловится уже. Его уже выловили здесь. Я даже знаю, кто. Ну, попробую, не И знаю. здесь рыбаков много. Да. Ну, сейчас тяжело стало взять, как бы вот мелко. Воблеры не проходят. Ну, У меня в основном сверху он как плохо берет. вот нормально Воблером берет. надо. Не, берет. Ну, не то. Вот, прям на поверхностную, на жука вот на такого вот сейчас вот. Ну, вот с утра поймал 2. Все, вот он прям по траве вот так вот идет. Чик-чик-чик, и он его хватает. Ну вот на жука, на черного он лучше будет, чем... У него лапки вот создают волнение, как бы это, на воде, на снос. И он его хватает. А я вот сколько на это, на саранчу. Вот сверху прям ведешь, плывет, ни хрена не берет. А вот когда в воде углублено, хватает. А вот чтобы сверху вот, Ну, по-разному, как бы. У меня воблеры с разным заглублением. Есть вот, которые поверхностные, есть, которые на 50 сантиметров заглубляются, есть на 1,5 метра. да, Вот от глубины зависит. Там вот это, которые глубоко вот заглубляются, там на них я ловил. А сейчас вот мелко, на поверхностные. Вот Да ясно, сейчас трава. вчера 2 поверхностных оторвал, и все, и мне рыбачить нечем. У меня все, целая коробка от полметра и глубже. Поэтому вот плачу, рыбачить не на чего. Ну вот на жука вот 2 поймал с утра. На этого. Ладно, сейчас еще часик и за грибами поедем. Подошла к концу красненькая рыбалочка. На воде я был где-то 2,5 часа. В начале рыбалки удалось поймать на жука от фирмы Сакура 2 небольших головля. Потом кидал. Один окунь клюнул небольшой. Голавль молчит. Значит, у местного деда одна поклевка тоже на саранчу. Поймал там грамм на 500. С его слов, если клюет, то клюет сразу. А сейчас приходится вымучивать. Ну и в целом обстановка на перекате не особо хорошая. Я на воде был и вчера, и позавчера. Голавль клюет неохотно. Значит, вчера я оторвал 2 из 3 воблеров с заглублением СССР. И мне рыбачить здесь больше нечем. Вот нашел в коробке еще воблер от компании Серебряный ручей. Гоблин, по-моему, называется. Разловил его сейчас прямо на потоке. Но он тоже цепляет траву, рыбачить им неудобно. Наверное, буду пробовать в других местах. Попробую, значит, все-таки с лодки, не поленюсь, выше переката. В былые времена я там неплохо рыбачил. Может быть, и сейчас удастся там что-то поймать. Попробуем обязательно. И, значит, вот местный дедушка сказал, что в районе дома, в котором я отдыхаю, тоже можно организовать неплохую рыбалку на головля. Постараюсь выбраться и туда. Ну, наверное, все. Как бы вот такой вот небольшой отчетик с переката, с реки Мокша, Республика Мордовия. Подписывайтесь на канал, ребята, ставьте пальцы вверх-вниз. Самое главное, пишите комментарии под видео, даже короткие. Это очень помогает продвижению видео. И делитесь моим видео в соцсетях с друзьями. Все, пока-пока, увидимся на воде.